Как таджики научили тюркские и монгольские племена исламу? Часто в комментариях читаю, как некоторые люди говорят, что таджики не сыграли никакую роль в распространении ислама среди тюркских и монгольских племен. Но давайте обсудим про это. После принятия ислама и распространения его среди персидских народов, таджики сыграли ключевую роль в распространении его среди тюркских и монгольских племен, особенно в Средней Азии, с 8-10 веков. Это происходило через несколько важных механизмов: проповедь и миссионерская деятельность, культурное и научное влияние, государственная поддержка и языковая передача и литература. Ислам – неотъемлемая часть истории и основа самосознания таджиков. После разгрома арабами Сасанидской империи персоязычные народы начали массово принимать мусульманскую религию. Верно. Среди предков современных таджиков немало великих ученых и богословов. В их числе называют даже Абу Ханифу. Таджики также особенно гордятся персом Салманом Аль-Фариси, одним из известнейших сподвижников пророка. Стоит отметить, что имам Азам Абу Ханифа, что его титул означает «великий», был рожден в городе Куфа, сегодняшний Ирак, но его родители были родом из Балха, сегодняшний Афганистан. Из древнейших времен в этом регионе живут таджики, персоязычные народы. Также стоит отметить, что Сальман Аль-Фариси был единственным персоязычным сподвижником пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И пророк как-то сказал: если знания будут на звезде Сурая, то потомки этого перса достанут его. Приходом ислама он круто изменил их. То есть они, как нация, как народ, сохранили свой язык. Но от арабов переняли только то есть от арабов переняли они арабицу, писали свои тексты арабским языком, и впоследствии из персоязычной среды, особенно из таджикоязычной среды, из дарийской среды, скажем так, вышло много известных ученых, особенно хадисоведов. То есть такие великие ученые-хадисоведы, как имам Аль-Бухари, Ат-Тирмизи, имам Муслим, Аль-Газали, были из числа дарийской среды языковой, то есть таджики. Наравне с арабами персы заложили базовые элементы фундамента мусульманской цивилизации и активно участвовали в ее развитии. Яркий пример – официальный язык Османской империи, являвшийся до 20 века оплотом ислама. Будучи в основе тюркским на 80-90%, он состоял из персидских и арабских слов. Причем многие арабизмы в нем появились именно посредством персидского. Бухара, как известно, стала центром в Средней и Центральной Азии, центром знаний, центром культуры, центром литературы, центром науки, наук притом естественных и религиозных наук. Также таким же городом был Самарканд. То есть здесь, если судить по этим двум городам, они были персидскими городами. В народе таджики говорят: Самарканд сайкали руи заминаст, Бухаро куввати ислам динас. Что с таджикского означает: Самарканд является ликом земли, а Бухара является силой ислама. Персидский язык в эпоху расцвета исламской цивилизации стал вторым по значимости после арабского. Имея богатейшую доисламскую историю, исчисляемую тысячелетиями, предки таджиков, помимо всего прочего, передали мусульманскому миру образцы структуры управления государством, внесли огромнейший вклад в развитие науки, искусств и архитектуры. Считается, что булгары, территория древней Булгарии находится на территории Среднего Поволжья. Известно, они приняли ислам в IX веке. Источники говорят, что булгары вели торговлю с Бухарой и Самаркандом, и ислам приняли от них. И элементы даже культуры бухарской, как раз тогда был Бухарский Эмират, они переняли от них. Речь идет о находках, которые были найдены на территории Поволжья, то есть саманидские дирхамы. Это говорит о том, что саманиды имели тесные связи с народами Поволжья. Даже сегодня, если посмотреть на карту, где находится Таджикистан, где находятся регионы Поволжья, очень далеко, но это расстояние не мешало им взаимодействовать. Зачастую в научных кругах можно услышать такое понятие, как арабский халифат. Это не совсем справедливо. Если бы исламскую цивилизацию можно было сравнить с телом, то арабы являлись бы в нем одной рукой, а персы, несомненно, были бы другой. Таким образом, таджики, обладая богатой культурой и исламской традицией, стали основными посредниками в исламизации тюркских и монгольских кочевых племен, что в дальнейшем привело к формированию исламской цивилизации в Средней Азии. Дорогие друзья, подпишитесь на канал, ставьте лайки, отзывы, комментарии, образуйтесь. Мира вам и вашему дому. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.